В Якутии продолжается эстафета знамени, посвященная 70-й годовщине Победы. Она началась со столицы республики и обошла все городские округа. Теперь символ Победы путешествует по районам Якутии. На днях знамя встречали в Алекминском районе. С подробностями Елена Фаст. В течение нескольких дней Знамя Победы шло по земле Алекминского района. Приняли алое полотнище на условной границе с Алданским районом, речки Толба. Дорога заняла не 1 час, и уже вечером в селе Харинцы, куда прибыли представители села Саныхтак и Урицка, прошла первая встреча знамени с населением. Здесь же заместитель главы по социальным вопросам Евгений Березин вручил ветеранам первые юбилейные медали. На следующий день знаменная группа выехала в Токинский наслег, куда подъезжали представители отдаленных наслегов. Следующий пункт – город Алекминск. Главная цель – это сохранение своей истории, воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств. Это были страшные годы, вспоминают ветераны. Главное, чтобы это не повторилось вновь. Это было направлено на гражданское патриотическое воспитание нашего подрастающего молодого поколения. Особенно это важно в свете тех событий, когда за границей пытается всячески принизить роль советского народа в победе над фашистской Германией. Этого нельзя допускать. И снова машины уносят знамя в дальнюю дорогу. Последний пункт в районе – село Чапаево. Штурмовали Берлин более чем полмесяца. В этом штурме участвовало 2,5 миллиона солдат. В этом штурме участвовали 3 человека, жители нашего Чапаева. Надо нам всем знать о том, что и наши были в то время, когда было водружено знамя Победы над Берлином. Еще одна граница, на этот раз с линчанами. Елена Фаст, Максим Копылов, Геннадий Лопатинский, НВК «Саха», Алекминск.